Жан, Ау? а ты не знаешь случайно, у какой партии слоган «Пришло время социальной справедливости»? Сколько букв там? 8. Попробуй народное. Народная. О, подходит. Народная партия. Народ, земля, справедливость. Салем, Казахстан! Ну вот и наступил день выборов. Сколько шума и пламенных речей мы услышали. Обещания прекрасной жизни, социальной справедливости и самых лучших условий для народа. И все это уже совсем скоро, в сильном и независимом Казахстане. Только поставь галочку, и все мечты непременно осуществятся. Смотря все эти предвыборные и агитационные ролики, создается ощущение, что вот-вот и мы окажемся в сказке. Целых 30 лет мы шли к этому знаковому моменту. Но что будет на самом деле? Как скоро все эти ораторы забудут о своих обещаниях? Или все же сдержат слово? Өздерің қалай ойлайсыздар? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қойыңыз. Ал біз жалғастырамыз. В день голосования до 13 часов идем на избирательные участки. Голосуем за Акжол и разоблачаем фальсификации власти. Митинги будут организованы в 20 городах Казахстана. Алматы – Старая площадь. Астана – Дворец молодежи. Актау – Набережная. Талдыкарган, Арбат. Кызылорда, Центральная площадь. Усть-Каменогорск, Арбат. Костанай, Центральная площадь. Павлодар, Набережная. Жанаозен, ДК Мунайши. Атырау, площадь Исатая и Махамбета. Кокшетау, Центральный парк. Петропавловск, Центральная площадь. Жезказган, городской акимат. На указанных местах митинга набираем протестную массу и выдвигаемся на акиматы, чтобы занять их. Покажем, кто в доме хозяин. Возьмем власть в свои руки. Хватит ждать перемен. 10 января берем и меняем страну. А вообще мне становится так смешно, когда некие неизвестные личности, сидящие где-то там за бугром, которые даже нормально название наших городов выговорить не могут, ужасно коверкая и называя их Кокшетау, Талдыкарган, Костанай, Жанаозен и так далее. Надрывая свою пятую точку, с пеной у рта кричат о свободном Казахстане. Волки в овечьей шкуре. А ведь есть те, кто им действительно верит. Но больше всего меня раздражают следующие кадры. Сайсу, факультет Айсу. Я говорю, а на каком языке? Он на казахском. О, тем более не пойду на казахский. Мне с казахским трудно, мы там в Узбекистане жили, там русские школы, одна казахская школа была, это за городом была. И то считалось хулиганская, такая проклятая школа была, да? Не знаю, почему мы казахов, я сам казах, мы считали их дикими, потому что они, как называется, как ураган проходили по городу и все воровали здесь. У них аул находился здесь, а школа через город проходила. И они сметали все здесь. Мы даже знали, что в час сейчас казахи придут и быстро домой скейт забирали, велик домой, ждали, так нас смотрели. Чтобы не драться с ними? Не, они просто отбирают и убегают. А, да? Они не дерутся, как гиены, забирают и убегают здесь. И они так все в белых рубашках проходят, мы на них смотрим так. Ушли! И выходим, играемся даже здесь. Пришел на... И этот аманкурченный Вайнер с вьетнамской физиономией хочет стать депутатом. Еще раз послушайте, что он говорит. Ну чего мелочиться, давайте и его женушку в депутаты. Пусть страной правят всякие секи, жекосы, а заодно создадим феминистическую партию Казахстана, которую возглавит Баян Алагузова и всякие подобные фигуры шоу-бизнеса. Азамат, өзің қалай, денсаулық қалай? Курлы-мурлы, курлы-мурлы. А что это значит? В смысле, а у тебя что-то значило? Я просто думал, что мы прикалываемся. Осталось еще
их пригласить и будет полный комплект. Очень широкий резонанс вызвали высказывания депутатов Федерального собрания Никонова, Федорова, Жириновского о так называемых территориальных подарках с некой претензией к территориальной целостности Казахстана. Вот на это наш народ действительно очень остро реагирует, тем более на фоне договора о вечной дружбе, об исторически сложившихся очень хороших, тесных отношений между нашими странами. Это вот все прозвучало абсолютным диссонансом. Вот представьте себе настолько, что даже Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций, даже они это восприняли как атаку на межнациональное согласие, на суверенитет Казахстана. Это историческая родина Россия. Қорытындылап айтқанда, саяси жағынан еліміз қазір қиын жағдайда тұр. Мәжіліс болсын, маслихат болсын, тек қана жанашыр, намысшыл азаматтардан құрылуы тиіс. Ал мыналарға қарағанда еліміз келешекте мықты, дамыған мемлекет болады деп айтуға тілім бармайды. Қайран қазақ елім, отанымызға Қасым, Хақназар, Абылай, Кенесары хандар мен Әлихан Бөкейханұлы секілді ұлт жанды ірі тұлғалар жетіспейді. Бақытты болашақты аңсайтын болсақ, арақ шараптан алшақ жүретін, әке шешесін сыйлайтын, қарындасының арын, туған жерін қорғай алатын, елін сүйетін балаларымызды тәрбиелейік, қазақтар.